Я все хочу, все, что можно вытаскивать. Не знаю, что завод работает, тебе надо. Ну, все понял. За кадром Сергей Тучковский, руководитель нескольких интинских компаний в области производства железобетона, строительства и благоустройства. Сразу после встречи с мэром зашел в его комнату отдыха и положил в холодильник Смирнова 1 миллион 132 тысячи 500 рублей. 15% откат от суммы муниципального контракта был составной частью коррупционной схемы. Не подмажешь, не поедешь. У нас рассчитано на 60 миллионов, потому что мы это будем реализовывать. Вот эти дворы возьми и дай ему те количество. Мне количество плит надо. Да. Ну, на схему уклада сейчас. Да, вы сегодня или в понедельник этот вопрос решите. Через 15 минут после этого разговора Смирнов зашел в комнату отдыха, вытащил из холодильника 2 пачки по 500 000 рублей и переложил их в пуховик. Затем вернулся пересчитать мелкие купюры. Здравствуйте, руки. Смирнов сразу стал убеждать оперативников, дескать, Тучковский подкинул ему деньги. Он заявлять на него не захотел и уже собирался вернуть хозяину. Деньги мне он никакие не передавал. И никаких денег у Тучковского ни за монолит, ни за что я не просил. Весть о задержании Павла Смирнова и взятки из холодильника сразу облетела всю республику. Многие интинцы, которые любили своего мэра-реформатора за жесткую руку по отношению к нерадивым подчиненным, в эту информацию не поверили и даже вышли на стихийный митинг. Публикация скрытого наблюдения поставила все на свои места. Смирнов заходит туда, достает эти деньги, пересчитывает, часть из них ложит себе в карман, в связи с чем у него и остались на руках соответствующие следы от реагента. После этого его берут, по сути, с поличным. И после этого говорят о том, что его подставили. В чем его подставили? Позже Смирнов признал получение денег от предпринимателей города, но уверял, что эти миллионы он себе не забирал, тратил на благо горожан, организацию праздников, подарки детям и ветеранам. Утверждал также, что часть этих средств по распоряжению сверху шла на подкуп избирателей, чтобы увеличить явку на выборах. Приговор Интинского суда, признавшего экс-градоначальника виновным в получении взяток, сторона защиты обжаловала в апелляционном порядке. Верховный суд Коми, признав процессуальное нарушение первой инстанции, частично изменил приговор. Приговор Интинского городского суда Республики Коми от 9 июня 2017 года в отношении Смирнова Павла Валерьевича изменить. Отменить приговор в части осуждения Смирнова. Получение взятки от Макарова в размере 7 миллионов 456 тысяч рублей и дело в этой части направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда со стадии судебного разбирательства. В итоге из 4 эпизодов взяток в приговоре осталось только 3. Наказание снизили. На год меньше срок лишения свободы. Теперь это 11 лет колонии. Штраф 21 и конфискация 22 миллионов рублей. Было 25 и 30 соответственно. Ну и в 4 раза с 10 до 2,5 лет снизили запрет на занятие управленческих должностей. Вот только радоваться этому смягчению рано. Когда повторно рассмотрят 4-ю взятку от Александра Макарова, окончательный приговор может оказаться еще жестче, чем был первоначально.